Добрый день, ребята! Сегодня у нас урок математики в 5 классе. Урок номер 11. Тема урока – степень числа. Девизом урока я выбрала слова Ломоносова. Пусть кто-нибудь попробует вычеркнуть из математики степени, и он увидит, что без них далеко не уедешь. Сегодня на уроке нам предстоит изучить понятие степень числа, основание степени и показатель степени, научиться читать и записывать степень числа, называть компоненты степени числа, заменять произведение степенью и представлять степень в виде произведения, а также вычислять значение квадрата и куба числа. Начнем урок с гимнастики ума устного счета. Угадаем корни уравнения. А. Х умножить на х равно 25. Х равен 5, так как 5 умножить на 5 будет 25. Б. Y умножить на y равно 81. Y равно 9, так как 9 умножить на 9 равно 81. Пример В. А умножить на А равно 1. А равно единице, так как 1 умножить на 1 равно 1. Пример Г. Б умножить на Б умножить на Б равно 0. Б равно 0, так как 0 умножить на 0 умножить на 0 равно 0. Упростим выражение. Первое. 6m плюс 24m равно 30m. Второй пример. 48х плюс х равно 49х. Третий пример. 32b минус b равно 31b. Четвертый пример. 2а плюс 6 плюс 8 плюс 3а равно 2а и 3а – это 5а. И 6 плюс 8 – 14. 5а плюс 14. Пятый пример. 10к плюс 25 плюс 3к плюс 16 равно 13к плюс 41. Мы знаем, что сумму, в которой все слагаемые равны друг другу, можно записать короче. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 равно 3 умножить на 5. Произведение, в котором все множители равны друг другу, тоже можно записать короче. 2 умножить на 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 2 это будет 2 в шестой степени. 400 лет назад французский математик Рене Декарт предложил такой способ записи произведения нескольких одинаковых множителей. А умножить на А умножить на А и так далее умножить на А – это будет А в n-ной степени, так как количество сомножителей произведения равно n. Запись А в степени n читают А в n-ной степени. Выражение А в степени n называют степенью. А – основание, n – показатель степени. Назовем основание и показатель степени. 7 во второй степени. 7 основание степени, 2 показатель степени. 5 в третьей степени. 5 основание степени, 3 показатель степени. 1 в девятой степени. 1 основание степени, 9 показатель степени. А в степени n равно А умножить на А, умножить на А, умножить на А и так далее, умножить на А. Всего n сомножителей. Определение степени числа.
степенью числа а с натуральным показателем n большим единицы называют произведение n множителей, каждый из которых равен а. А нахождение степени числа называют возведением в степень. Давайте с вами научимся читать степень. 7 в третьей степени, 9 в четвертой степени, 3 во второй степени или 3 в квадрате, 5 в третьей степени или 5 в кубе. Найдем значение выражений. 3 умножить на 3 умножить на 3 умножить на 3 равно 3 в четвертой степени. 5 умножить на 5 умножить на 5 равно 5 в третьей степени. 2 умножить на 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 2 равно 2 в восьмой степени. 3 в четвертой степени равно 81. 5 в третьей степени равно 125. 2 в восьмой степени равно 256. Произведение n умножить на n называют квадратом числа n и обозначают n в квадрате. n в квадрате равно n умножить на n. 17 в квадрате равно 17 умножить на 17 равно 289. Произведение n умножить на n умножить на n называют кубом числа и обозначают n в третьей степени. n в кубе равно n умножить на n умножить на n умножить на n. 8 в кубе равно 8 умножить на 8 умножить на 8 или 64 умножить на 8 равно 512. В древнем Вавилоне для облегчения вычисления люди составляли таблицы квадратов и кубов чисел. Посмотрите на таблицу. Первая строка – это числа от 1 до 10. Далее первый столбец, вторая строчка – n в квадрате, третья строчка – n в кубе. n в квадрате. Например, 2 в квадрате равно 4, 7 в квадрате равно 49, 9 в квадрате равно 81. n в кубе. Например, 2 в кубе будет 8, 3 в кубе будет 27, 7 в кубе будет 343, 9 в кубе 729. Ребята, таблица квадратов и кубов находится на форзаце учебника математики 5 класса. Первую степень числа считают равной самому числу. Например, 7 в первой степени равно 7, 1 в первой степени равно 1, 16 в первой степени равно 16. Все, что мы рассмотрели выше, это свойства степени. Первая степень любого числа равна самому числу. А в первой степени равно а. Второе свойство. Вторую степень числа называют квадратом. А в квадрате равно а умножить на а. Третью степень числа называют кубом. А в третьей степени равно а умножить на а умножить на а. Перейдем к закреплению изученного материала. Представим в виде степени произведения. Первое. 12 умножить на 12 умножить на 12 умножить на 12 равно 12 в четвертой степени. Б.
х умножить на 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 х равно х в седьмой степени. В. 5 минус y умножить на 5 минус y умножить на 5 минус y равно куб разности 5 и y. Г. c плюс 7 умножить на c плюс 7 равно квадрат суммы c и 7. Представим в виде произведения и вычислим, если это возможно. А. 2 в пятой степени равно 2 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 2 равно 32. Б. 6 в третьей степени. 6 умножить на 6 умножить на 6 равно 216. В. А в четвертой степени равно А умножить на А умножить на А умножить на А. Г. n минус 1 в степени 5 равно n минус 1 умножить на 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 n минус 1. Сложение и вычитание – это действие первой ступени. Умножение и деление – это действие второй ступени. А вот возведение числа в степень – это действие третьей ступени. Найдем значение выражения. 15 плюс 3 в квадрате минус 14 равно 15 плюс 9 минус 14 равно 24 минус 14 равно 10. 1 в квадрате плюс 2 в кубе равно 9. Второе задание. 1 плюс 2 в третьей степени равно 27. Третье задание. 3 в кубе плюс 4 в квадрате равно 43. И последнее. 3 плюс 4 в квадрате равно 49. Найдем значение выражений. 4 плюс 1 в квадрате умножить на 2 в третьей степени плюс 3 в квадрате. Каков порядок выполнения действий в этом выражении? Рассмотрим алгоритм решения этого выражения. Первое. Находим значение суммы в скобках. 4 плюс 1 равно 5. Второе. Вычисляем квадраты и кубы чисел. 5 в квадрате равно 5 умножить на 5 равно 25. 2 в третьей степени. 2 умножить на 2 умножить на 2 равно 8. 3 в квадрате равно 3 умножить на 3 равно 9. Выполним умножение. 25 умножить на 8 равно 200. И выполним сложение. 200 плюс 9 равно 209. Найдем значение выражений. 5 в квадрате плюс 4 в квадрате равно 25 плюс 16 равно 41. Второй пример. 5 плюс 4 в квадрате равно 9 в квадрате равно 81. Третий пример. 15 минус 7 в квадрате делим на 2 в кубе равно 8 в квадрате делим на 8 равно 8. Найдем значение выражений. А. 9 в квадрате плюс 19 равно 81 плюс 19 равно
100. Б. 17 в квадрате минус 209 равно 289 минус 209 равно 80. В. 6 в кубе делим на 3 равно 216 делим на 3 равно 72. Г. 2 в кубе умножить на 3 в квадрате равно 8 умножить на 9 равно 72. 15 минус 7 в квадрате делим на 2 в кубе равно 8 в квадрате делим на 2 в кубе равно 64 делим на 8 равно 8. Пример А. 7 в третьей степени минус 100 делим на 2. 7 в третьей степени 343. 100 делим на 2 – 50. 343 минус 50 равно 293. Пример Б. 10 в квадрате плюс 10 в квадрате минус 2 умножить на 100 равно 100 плюс 100 минус 200 равно 0. Пример В. 5 в квадрате плюс 12 минус 4 в первой степени, и все это делим на 11. Равно скобки 25 плюс 12 минус 4, и все делим на 11. В скобке получается 33 делим на 11 равно 3. И пример Г. 5 умножить на 2 в третьей степени равно 5 умножить на 8 равно 40. Ну а сейчас, ребята, решим задачу. Рассмотрим шахматную доску. У нее 8 строк горизонталей и 8 столбцов вертикалей. Клетки этой таблицы доски называют полями. Сколько полей у шахматной доски? Решаем. Мы перемножим 8 строк на 8 столбцов. То есть 8 умножаем на 8 равно 8 в квадрате равно 64 поля. И записываем ответ. 64 поля. Наш урок подошел к концу. Подведем итоги урока. Первый вопрос. Что называется степенью числа? Степенью числа А с натуральным показателем n большим единицы называют произведение n множителей, каждый из которых равен А. Что называют возведением в степень? Нахождение степени числа называют возведение в степень. Перечислим свойства степени. Первая степень любого числа равно самому числу. А в первой степени равно А. Вторую степень числа называют квадратом. А в квадрате равно А умножить на А. Третью степень числа называют кубом. А в третьей степени равно А умножить на А умножить на А. 3 в седьмой степени. Что такое 3? 3 – это основание. Что такое 7? 7 – это показатель степени. 3 в седьмой степени читаем 3 в седьмой степени. 3 в кубе, 3 в квадрате. Что означают записи? 5 в четвертой степени. Это 5 умножить на 5, умножить на 5, умножить на 5. 6 в пятой степени. 6 умножить на 6, умножить на 6, умножить на 6.
7 в 8 степени 7 умножить на 7, 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 умножить на 7. Мы с вами подвели итоги урока. Я с вами прощаюсь. До следующей встречи.